Доброй ночи всем. Вот у нас малышня вся выскочила. Хочет со мной играться. Уже социализацию максимальную прошли. Еще вот этот Нильс немножко так опасается, но уже все равно идет и в руки, и облизывает. Самый социальный это здесь вот босс и Нея, девочка. Потом идет этот Норд. И уже самый последний, вот он. У него самый такой волчий. Волчонок прям убегает. Когда только захожу, сразу в будку несется, прячется от меня. Ну, в принципе, это нормально. И западники у нас делали так. Вон, он сидит, босс. У еды. Где мамка с едой, там и он. Посмотрите, мамка какая. А, побежал. Побежал кушать. Самый здоровый он. Да, Нея, ты... Говорят, как различаешь вон Нею и Норда? По ушам. У это волчий облик. Ну, уши в растопырку, видите? А у него чуть-чуть это, наверх идут. Ушки. Куда ты полезла? Нея. Неечка. Эти черные носы еще. О, это твоя сестренка. Моника. Монька. Моня. Монечка. Твои братики. Да, и сестричка. Твои. Вот им снега насыпал, чтобы они тоже уже ели его, игрались, копали. Да, Нильс? Нильса у нас сейчас переговоры идут в Швейцарию, хотят забрать. О, да, что вы? Как раз ночь на дворе, они выходят, тусуются. Тусовщики ночные, да? Оба побежал к мамке. Там Норд пошел сиську сосать. Кушать. Смотри, не застрянь. Что-то залаяли. Я тут с тепловизором вон хожу, смотрю, есть здесь крысы, чтоб шмальнуть. О, вот следы свежие, кстати. Свежак. Куда делать? Сейчас будем смотреть, пасти ее. Тут, кстати, на капканы я половил крыс достаточно вот за январь. В общем, и я вам скажу, что поисчезли такое количество крыс. Ну куда ты собралась? Ну-ка давай обратно. Вот мышей зато стало теперь больше. Вон Умка сидит. Обязательно сейчас это буду тоже вот. Но эти идут оттуда. Вот прям следы идут, они с того лесика, с конюшни. Прибегают сюда теперь. Но там еще коней нет, никого нету. Ну вот в лесу живут те крысы. Посмотрим, в общем. Часто к кабанам они там заходят, потому что у них еда. Да что такое? Ну ты молодец вообще. Давай обратно, суйка. Ёпарас ты. Сейчас попробуем тебя вытащить. Ты, шерстяные комочки. Не лезь туда, она вот ко мне так хотела, она вот прям вообще от меня души не чает. Девчушка, девочка. У нас еще также есть от Белки и Дара, как сказал. 6 девочек, 4, по-моему, свободные. Иди к мамке уже, иди. Нея. Куда ой, какая. Ну, какая красавица. Пока вы маленькие, вас поснимать. Будет архивом, да? Будет архивом. Вот эта длиннолапая будет. Вот как ее сестра Мамба будет высокая, да? Мамба у нас 67 в холке, Монечка 58. Вот, Монечка с прошлой... Ну, я сразу знал, что Монечка будет небольшая. Но вот из-за того, что у нее много волчьего было, оставил себе. Не стал охотникам отдавать. А это будет длиннолапая. Да, длиннолапая будешь. Чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух. Иди к маме. Так ласку любит. Уже полюбила человека. Вот она, самая важная социализация в жизни Волленда.
начиная с 2-3 недель, когда они еще слепые, их трогать, когда только глазки открыли, домой тащить, как я это делал, и заниматься, чтобы тискали, трогали, и потом они спустя время к тебе сами бегут. А вот кто не занимается, ждут вот так до месяца, до 1,5, до 2 с мамкой, все, это волчары конкретные. А потом говорят, что о, продали волка, не охотятся, ничего там, так потому что социализацию не проходили никак. Он полностью должен ориентирован на человека быть. А чтобы он был полностью ориентирован, нужна обязательно вот эта социализация с самого детства. Поэтому чем раньше отправляем хозяевам, тем лучше. Ну, или вот так мы занимаемся вот такой социализацией. Ну, я лично. Да. Малышка, иди к маме, иди уже к маме. Иди к маме. Забирай. Забирай, Вега. То смотри на нее. Ку-ку. Иди уже, все братки твои едят. Вот к маме играться. Знаете, к человеку, уже к человеку хочет, да? Умница. Умница. Умница, Нея. Хорошая. Хорошая. Все, иди. Иди. Нет, не выходи. Все, я пошел. Я пошел. Нет, я пошел. Нет, Нея. На 0,5 включил. Все. Пока-пока. Барбосик. Иди давай. К мамке иди. Все, побежала к мамке. Ты повой тут еще. Все, к мамочке. Монечка, ты такая же была малышкой. Красавица, грация. Вот тут тайга у нас. Тут у нас Умка. Я вот думал, ходил, сейчас разбирался, думал, кого куда посадить. Скорее всего, сюда Кубу посажу. Где Куба сейчас сидит, скорее всего, посажу. Посмотрим, кого, короче, посажу. Так, этих... Вегу вообще думал в большой вольер переводить, потом передумал вот сегодня, потому что думаю, нет, сейчас у них самая социализация, а в большом вольере будет хуже намного. И не подойти, не потрогать, будут по углам прятаться, поэтому лучше в маленьком вольере. И для Светлого, скорее всего, вообще думал сначала вот этот вольер после операции. Потом, думаю, лучше вот такой вольер для операции, чтобы уже Монику сюда пересадить, а Вегу туда с детишками попозже, вот после операции. Вот, Тайгу вот, короче, тоже вот думаю сейчас, куда кого пересадить. Ну, в общем, думаю, ну, Тайгу сюда, или здесь она остается, или сюда. Просто она здесь сидит, если она потечет, друг, у нас вот Акелушка, это очень нам нужно. Поэтому Монику сюда, скорее всего, Тайга сюда, или наоборот останется здесь, а Светлого сюда в маленький вольер. Потому что сказали, как минимум месяц надо будет отсадить от всех его, чтобы никого вообще не было у него, чтобы он один сидел. Вот. И плюс ко всему, мне легче будет с ним контакт налаживать в таком вольере, в маленьком, чем вот этот. Это все-таки уже большой будет вольер, он от меня будет туда-сюда шугаться. А здесь он уже особо, если уйдет, то в углу будет, или на будке, или по углам. И я уже близко к нему буду. Ну и что-то, какие-то, может, манипуляции с таблетками, там, с каплями. Потому что надо будет капать, но это нереально. Нереально в таком возрасте ему капать. Поэтому, не знаю, получится, не получится. Тогда будем как-то внутренне ему пробовать давать в таблетках, в мясе. А так пока что, в общем, пока так. Пока такие мысли. Там может еще поменяться все 100 раз. Выпустил побегать Балта. Балта, малыш. Его обижают в вольере постоянно. Вот думаю, его к Кубе посадить. Побежал. До этого хорокорился на Акелу. Сейчас он хвостик поджимает. Побегай, побегай. Ох, какой. Так, к лорду не подходи. К Синаю не подходи.
Балта, иди сюда. Балта, нельзя. Балта, иди сюда. Посмотрите, лорд так-то не намного меньше. Возраст у них там месяц разница. Посмотрите, размеры лорда и вот Балта. Ну, понятно, чуть поменьше. Ну, в холке не сильно, просто этот шире. Эти доминирует лорд. Так, лорд, нельзя. Балта, пойдем, пойдем, Балта. Айда, пойдем, Балта, пойдем. Лорд, оставь его. Не лезь, лорд. Лорд. Лорд у нас как Куба, без задних терминатор. Да? Красавчик, красавчик. Где он ходит? К волкам хочет. Ну, Светлый его выше уже. Ну, Светлый у нас полярный волк. Поэтому не лезь, Балта. Только попробуйте подраться. Ну да, шире. Широкий парень. Но он на самом деле очень доброжелательный, этот Балта. Первый особо не лезет ни на кого никогда. У нас в детстве лорд всех просто бил. Такой был серьезный парень. Этот, видите, по волчьи с ним. Волчьего много, по волчьи с ним и общается. Лорд у нас вспоминает волчий язык. У него чуть поменьше волчьей крови. Ну, не чуть, а в 2 раза меньше волчьей крови, чем у Балта. Но... Интересные такие. Ну, у них батька, ё-моё, 84 в холке. Поэтому тут грех не быть большим. А у лорда 64 бати на 20 сантиметров. Ну и то, посмотрите, вымахал как под 70 в холке. Вот широкий, конечно, широкий. Волчара бегает. Кабанов боится. Смотрите. Во всей красе. Не, связываться даже не хочет. Вот он, гибрид волка и маламута. Предназначение совсем разное. Ему до кабанов вообще дела нету. На куриц охотится, кстати. А вот на кабанов, у них 2-й день голодовки. Он вообще должен лезть, пытаться их порвать. Но, видите, маламут все-таки немножко другое предназначение этой породы. И когда вот маламута вяжет с волком, вот как раз это гибрид волка и маламута. Ему вообще по барабану. Мелкую что-то по-любому задает, там кошку или крысу или еще что-то. А вот кабанов что-то связываться не хочет. У меня в Валенду уже бы сетку тут рвали и западники. С ума сходили бы. Куда он убежал? Тусуется. А, вон он. К дому побежал. Балта знакомится с детишками. Вега защищает. Так. Хорош. Что тут у нас? Смотрите, какой богатырь лобастый. Ух, лобастый какой. Вега нормально к нему. Но все равно защищает детишек. Да? Балта, ты же у нас не тронешь детишек? О, что-то ушко упало. Тебя кто укусил? Да? Всех тут ходит, обсматривает. О, низ. Эти 2 брата там тусуются, как будто чувствуют, что вместе и будут уезжать. Вот у нас те 2 братика там. Пойдешь к Монике? А?
Тайга. Вон тайга у нас как радуется. Кто-то с ней будет сидеть. Довольный. И этот тут сейчас будет шороху наводить. Смотрите, тайга какая крупная. По сравнению с этим гигантом. Так, вот эти главное, чтобы не суетились тут. Так, тайга, ты у нас не течешь. Морда какая, пачка. В общем, все обижают Балта, поэтому сейчас вообще думал Куби посажу. Пусть здесь тогда посидит. Раз тайга не обижает его, думаю, скучно не будет им. Тайгу поучесывал сегодня. Тайга, тебя Акела будет ждать, если потечешь. Вот она поэтому здесь сидит, чтобы чуть что, вот ее можно было запустить, можно было Акела. Смотрите, здоровый какой. Ух, кабан. Самый добрый вульфик, которого я встречал. Вообще добрячок, добрячок. Вот так вот. Офигеть, что сейчас было. Просто телефон не успел. Вот, видите? Я не знаю, кто это полз. Ну, больше мышки. Я ее выгнал сюда, думаю, ну, сейчас прихлопнут ее, да и все. Вот это чудо просто взяла и проглотила ее. Я в шоке. Если камера запишет, ну, что-то будет, я вставлю. Я вот как раз курицам пошел воды наливать. И вот яйца забрал. Сейчас дам вот Луйке одно яйцо. Так. Блин, как так, Луя? Ты сожрала просто хрен знает что, непонятно что. На. Вот. Бери. Вот, молодец. Ладно тебе. Сейчас Оскару тоже дал второе яйцо. Он просто взял и проглотил, даже не жевал. Сейчас хотел заснять. Ну ладно, Луйка, ты у нас как, дай бог, беременная. Вот тебе больше. Он сейчас расколет, вместе со шкарлупой сожрет. Домашние, натуральные яйца. Никого не подпустит. Братиш все сожрать меня хочет. Ну, Луйка, ты что, сейчас отберет? Крепкие яйца, да? А, все, расколола, сейчас съест. Не, ну как эту мышь она съела? Или что это было? Я офигел. Я думал, задушит, да бросит. А она просто проглотила ее. Просто проглотила. Она у тебя сейчас в животе живет там, Луя. А ты яйцо проглотил. Ну все, всего хорошего.